Электросамокаты. На сегодня в нашей республике уже больше 6000 таких устройств, и с каждым годом их становится только больше. А обычно они располагаются вот на таких островках, куда можно прийти, взять устройство в аренду и поехать по своим делам. Все, что для этого нужно, это сам самокат и смартфон. А больше ничего, ни шлема, ни защитной экипировки. Что не мешает ежедневно пользоваться ими, добираясь на работу или просто катаясь по городу. Есть много вещей куда более опасных, с которыми мы встречаемся, и мы этого не опасаемся. Это действительно проблема. На круглом столе в Общественной палате республики подчеркивают, опасаться есть чего. Только за полгода во всей стране резко выросло количество ДТП с участием именно средств индивидуальной мобильности. Как сообщает Госавтоинспекция, недавно прошла пресс-конференция с участием главы Госавтоинспекции Михаила Юрьевича Черникова. Он обозначил, что по итогам 6 месяцев наметилась серьезная тенденция увеличения числа дорожно-транспортных происшествий с участием водителей электросамокатов, и показатель достиг 60%. В Татарстане же за это время произошло 17 ДТП, в которых 18 человек получили ранения, из них 8 дети. Так, смертельное ДТП случилось в Нижнекамске. Водитель иномарки насмерть сбил 9-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Основными видами правонарушений, которые стали причиной ДТП, это пересечение проезжей части по пешеходному переходу, не спешившись, движение по проезжей части в нарушении правил дорожного движения, а также как сопутствующее правонарушение – это эксплуатация самоката вдвоем. Как сделать движение на электросамокатах безопасным, обсуждают эксперты, представители органов власти, компании, предоставляющих услуги проката. Совсем запретить, наверное, будет сложно, но ограничения какие-то довольно серьезные, они будут. И в этом, конечно, мы поспособствуем. То, что должно быть ограничение скорости, это однозначно. Значит, тут просто вопрос, я не думаю, что всех производителей этим можно озадачить. Тут, наверное, скорее или быстрее это можно решить с продавцами. Пока ограничение скорости действует лишь на специально отведенных участках и лишь на самокаты, предоставляемые в аренду. На тех, что можно купить в магазинах, такого нет. Многие, кто катается на самокате, вряд ли они куда-то спешат по делам или на работу. Поэтому ограничение скорости, это хороший вариант. Свои решения предложили и руководители компаний, предоставляющих самокаты в аренду. Одна из них уже внедрила в самокаты голосового помощника, помогающего человеку не нарушать. Когда начинает движение, он говорит, например, не перемещайся вдвоем, или для того, чтобы он перемещался. Въезжает в медленную зону, самокат говорит, будьте осторожны, въезжайте в медленную зону. Другая компания намерена обеспечивать водителей индивидуальными средствами защиты. Мы выступили с инициативой внедрения опциональных шлемов, и я думаю, мы в следующем году это уже реализуем. Сейчас мы выбрали для теста Москву и Санкт-Петербург. До Казани дойдет очередь в следующем году. Шлемы нужны, правда, и видел сам неприятный момент. Нужны. Все предложения будут доведены до Общественного совета при Министерстве транспорта России. Рамиль Шайдуллин, Сан Саитова, ТНВ, Казань.